Обрисуй портрет вот этого руководящего лица. Да, вот такой. В гриме, да? Да, он разговаривает, вот такой вот, короче. И вы подумали, что это тайский трансвестит, но нет. Такой, да что ты, это просто чувак, который хоть что-то до него докопалось вообще. После этого ты нигде не снялся, ты никуда больше не пробовался? Это город К, если коротко. Это город К. Ну, давай, начнем. Ну, давай начнем. «Ачалан» – фильм 2008 года режиссера Владимира Капуша. Как ты вообще к нему относишься? К фильму, я имею в виду. Именно к фильму. К фильму, да, хорошо отношусь. Ну, смотри, на самом деле, особенно тогда, когда снимался, это было очень невероятный опыт, конечно. Потому что я с 5 класса в театре занимался, в ТЮЗе. И об этом я только мечтать и представлять мог, что с настоящей съемочной группой вы снимаете фильм. То есть у вас с тобой работает режиссер, оператор-постановщик, оператор по звуку. Все это как бы прям очень такой мощный, крутой подход. Как ты туда попал? Нужен был молодой человек, и Капуш первым делом обратился, собственно, в ТЮЗ, к Айлане Леонидовне. Заметил тебя в ТЮЗе. Скорее даже он просто знал, что есть ТЮЗ, а Айлана Леонидовна сказала, что вот есть МЕГИ. Есть МЕГИ, Ну, в целом расскажи про этот опыт, про сколько дней съемки были, может, как тяжело ли было работать с Капушом? С Капушом было работать, как на самом деле не тяжело, легко было работать. Он достаточно хорошо доносил вообще задачу, как для актера. И волнительно всегда, конечно, было. Тебе тогда сколько лет? 17, 16. Где-то вышел он в 8 году, снимали в 7. Где-то вот около 17 лет мне было тогда на тот момент. Капуша я взял, потому что в первую очередь волосы длинные были. Потому что нужен был типаж более ортодоксальный. Не только поэтому. Одна из таких основных... Потому что, визуальный образ, собственно, большое значение имеет, что в театре, что в кино. То, как ты выглядишь, вообще фактура твоя. Потому что были и Уранол, и Айдыс на тот момент, да, как бы. Уранол, который сейчас в театре работает, который потом был моим одногруппником, мы вместе учились в Улан-Удэ, в театралке. Но так как у меня волосы были длинные, я как бы больше подошел. Сейчас, на данный момент, отношение к фильму просто чем больше ты познаешь мир, чем больше ты познаешь искусство, кинематограф в том числе. Я вот понимаю, что, например, сценарий этого «Ачалан» — это же практически калька с фильма Ким Ки-дука. «Лето-зима». Ким Ки-дук? Ким Ки-дук, корейский режиссер. Да. Лето, весна, зима еще. Весна, лето, осень, зима и снова весна. Вот так он назывался. Там, то есть это был полный метр, но суть примерно такая же вообще. То есть про круговерть. Есть же такое, что каждый режиссер, он так или иначе основывается на работах, которые были до него. Да, это нормально, на самом деле, я считаю. Цитирование, подражание, то есть это всегда присутствует. Это нормально, на самом деле. Как ты считаешь, правильно ли будет сказать, что «Ачалан» — это первый и на данный момент единственный тувинский фильм, который можно назвать действительно кино? Тут, наверное, нужно просто определиться с тем, что мы вообще подразумеваем под термином «кино», да? Потому что все эти «Накшил-морковь», которые там, да, снимали когда-то, вот у нас были очень популярные, там что-то пытались же какой-то еще фильм ужасов снимать. Келин Костын, Хомудалы, обида что-то невесты. Кто это? По-моему, Рулан Ножик это снимал. Когда волна вот этих вот тувинских фильмов друг за другом, год за годом они выходили. Ты считаешь, что это не кино? Тут вообще, в принципе, такой дисклеймер нужно, мне кажется, сделать о том, что, в принципе, искусство очень субъективно. И то, что я сейчас буду говорить, это, в принципе, все лично мое субъективное как бы ощущение и понимание, да? И фактически это кино. Но насколько хорошее кино, мне не очень нравится, например, да? То, что вот они Рулан Оржак сейчас сняли с Виталием Петровым, который вот не так давно был главным редактором «Шина», он сценарист. «Бордо» фильм и «Стальные ветра».
«Стальные ветра» я еще не видел. Я «Стальные ветра» тоже не посмотрел. Ну, я, честно говоря, тоже и «Бордо» полностью до сих пор не посмотрел. Но картинка как бы хорошая и гораздо лучше, чем была тогда, в те годы, когда снимали все вот эти, Шелмарков, все вот эти. Прогресс есть. Прогресс, безусловно, есть определенный. Это город К. Смотри, давай так. Ты говоришь, искусство субъективно, и фильмы Ролана Оржика фактически кино, но они являются искусством. Это можно назвать искусством? Киноискусством в данном случае. Потому что, как мне кажется, режиссер — это человек с большим бэкграундом. Человек, который пересмотрел все в истории практически, да, кино, и должен какое-то там иметь режиссерское образование. Да, то есть он должен быть очень умным, у него должен быть большой, огромный кругозор. Ну, как минимум, жизненный опыт должен быть очень жизненный мощный. Опыт и какой-то талант. Скажи, Ролан Оржик чем из этого обладает, по твоему мнению? Он очень деятельный человек, на самом деле. То есть он действительно хочет что-то делать. И он в этом искренне, на самом деле. Я с ним и разговаривал много. Он действительно искренне хочет много чего сделать вообще. Это правда. И это, на самом деле, достаточно важная вообще черта. То, чего мне, например, не хватает. У меня очень много именно в голове происходит. Я мало чего... Это моя, наверное, самая главная проблема. Что я очень много чего хочу сделать. И очень много, в принципе, понимаю даже рационально, что я бы мог многие вещи сделать. Но я этого не делаю. А он берет и делает. Ну, можно брать и делать все, что хочешь. Да, то есть, то, что вот ему не хватает, почему это так. Но, наверное, сейчас, на данный момент, чтобы обсуждать, насколько действительно Ролан Оржик талантливый режиссер, мне нужно сначала посмотреть его последние работы. «Бордо» и «Стальные ветра». То, что вот я раньше видел, да, все вот эти вот фильмы, это очень самодеятельно. Это крайне самодеятельно. Это большое желание без таланта. Даже не без таланта, наверное. Талант вообще очень такое размытое понятие. Без умений, без фактических навыков, без понимания определенного, как там строится вообще весь этот процесс съемочный. О понимании, смотри. Однажды Ролан Оржик сравнил себя с Квентином Тарантино. Обусловили это тем, что он тоже не получал образования киношного. И Квентин Тарантино тоже, как мы знаем, не получал такого образования. Но у Квентина Тарантино, он гений. Да? И ты знаешь, он там работал в прокате, смотрел кучу фильмов и цитирует многих там своих любимых режиссеров и по сей день в своих фильмах. Да? Поэтому у него не было образования, но у него было понимание того, как делается кино. Чего нет, как мне кажется. Поправь меня, если я не прав. Чего нет у Ролана Оржика. Да, наверное, так. Нужно сформулировать мысль. Давай. Просто смотри, Квентин Тарантино, то, что он не знал, как съемочный процесс строится, но это самородок, да, как бы есть такая вещь, как гениальность, это когда ты, несмотря на то, что ты не знаешь там, каких-то основ, и нарушая эти основы, ты делаешь хорошо. У Ролана Оржика, безусловно, там, может быть, есть какая-то насмотренность, но Квентин Тарантино поэтому и самородок, что не зная, не понимая того, как строится съемочный процесс, он смог этот съемочный процесс построить. А просто смотреть много кино... То есть я тоже много кино смотрел. И это не значит, что я сейчас могу стать хорошим режиссером. И то, что Квентин Тарантино без образования стал крутым режиссером, и Ролан Оржик без образования становится режиссером, это не значит, что я с актерским образованием настолько же там крутой, как какой-нибудь Максим Унзук, например, тот же самый. У меня тоже есть актерское образование, но я не говорю, что я такой же, как Максим Унзук, ведь, да? Нет, никто об этом не говорит. В чем проблема? В чем проблема Ролана Оржика? Да.
Я, опять-таки, повторюсь, могу судить только по тем фильмам, которые я уже видел у него старые. Скажи, давай так закончим тему. Это кино? Фактически кино. Хорошее кино или нет, для меня нет, не хорошее кино. Это искусство? Вообще сам вопрос искусства, то есть искусство ли это, на него не бывает ответа «да» или «нет». Это всегда очень комплексная штука. Вообще искусство, потому что оно же очень эфемерно. То есть оно рождается только у нас в голове. Мы там возьмем какую-нибудь симфонию офигевшую, очень крутую, там, которую все знают и все признают. Но фактически это просто колебание звука. Но попадая в наши барабанные перепонки и обрабатывая нашим мозгом, становится искусством. Я с тобой не согласен. Почему? Потому что у того же Квентина Тарантино первый фильм был «Бешеные псы». И это была просто бомба. А у Ролана Оржика десятки разных фильмов, мы даже не помним их названия, но их никто не запомнил. И они не попали в вечность. Мне кажется, искусство — это то, что попадает в вечность, а не искусство — это то, что остается там, где это было создано. Скажи, как ты считаешь? То, что я думаю, не совсем корректно сравнивать Ролана Оржика и Квентина Тарантино. Нет, мы их сравниваем только потому, что у обоих не было режиссерского образования, да, я понимаю. И оба очень хотели делать кино. Вот поэтому мы их сравниваем. А у кого как это получается, это уже другой вопрос. У Ролана Оржика в голове это искусство. Да. Он делал на тот момент, по крайней мере, у того Ролана Оржика, который снимал те фильмы, это искусство. Возможно, сейчас он поменял там мнение о своих фильмах, потому что человек, по крайней мере, с ним общаясь, я понял, что он все равно растет. Для меня те фильмы, если мы более понятными и категоричными размышляем, это не искусство. Это город К. Там твоим партнером, одним из партнеров был Александр Салчак. Скажи, это глыба Тувинского театра? Александр Салчак — это, безусловно, глыба. Вообще тот выпуск вообще, Александр Салчак, я с ним и в жизни успел посотрудничать, поговорить, вообще поразговаривать с ним. Это человек, именно, ты знаешь, когда на актерском я учился, очень часто упоминается, что есть человек, который по своему нутру актер. Очень часто в жизни ты потом начинаешь встречать людей, которые по своему нутру актеры, но не стали актерами. И вот этот человек, который по своему нутру актер. Про него там рассказывали. Он же, во-первых, то есть поступить на актерское, будучи хромым, у него же одна нога короче другой. И это нужно просто внутренним талантом настолько мощным обладать для того, чтобы, несмотря на физический недостаток, потому что в театре все-таки твое тело — это твой инструмент. И очень важно, чтобы твое тело было нормальным, да, это как играть на гитаре, которая постоянно расстраивается. Да? Безусловно, есть в этом какой-то определенный шарм, как там гитарист у Дельфина Додонов. Он играет на гитаре, которая расстраивается, и у него есть какой-то прикол в этом. Но это особенность такая. Это нужно зерно какое-то иметь, совершенно выдающееся какое-то, я считаю. И Александр Салчак — это, правда, на уровне театра, на уровне Тувинского театра, как минимум, это глыба. Но ты от него что-то почерпнул, взял для себя какие-то, может, он тебя как-то наставлял, какой-то урок усвоил ты после общения с ним? Наверное, не более чем просто вдохновился просто тем, чтобы еще больше захотеть стать актером, потому что тогда я был 17-летний пацан. То есть что-то на самом деле действительно глубокое подчеркнуть мне просто тогда ни опыта жизни, ни ума, ни какого-то понимания мира и искусства не хватало для того, чтобы действительно от него что-то подчеркнуть просто от общения. Сейчас бы, возможно, общаясь с какими-то людьми, сейчас уровень как будто бы хватает, по крайней мере, мне сейчас так кажется, да, что для того, чтобы от каждого человека что-то наполняться как-то. У тебя было с ним общение именно по поводу актерского мастерства? По поводу мастерства, на самом деле, практически не было. Он просто рассказывал какие-то истории, и сейчас вспоминая, я могу оценить о том, какой это был человек, какой он был легкий вообще, что он никогда не было, от него никогда не веяло какой-то звездной болезнью какой-то, что ли. Он всегда очень легкий был, всегда общался, не было, как знаешь, у нас в тувинской культуре присутствует такая штука,
что, безусловно, это очень хорошо, уважение младших к старшему, но иногда в бытовой именно жизни, то есть я сейчас не говорю про традиционные именно мировоззрения, в бытовой жизни очень часто бывает, что старшие, они просто пренебрегают младшими. У него пренебрежения такого вообще не чувствовалось. Он с тобой общался, ну, как есть тувинская поговорка, да, улун-улу, то есть старшего ты уважаешь как старшего, а младшего тоже нужно уважать, но как младшего. И от него это чувствовалось. С ним очень легко было разговаривать. Он там мог и подколоть тебя, и подшутить, и ты с ним не чувствовал скованности, что перед тобой там, типа, вот актер, который много лет там проработал в театре, который там работал с Максимом Мунзуком и так далее. Очень легко было с ним. Это город К. Очалан, 2008 год. После этого Капуш, получается, так и ничего... Он снимал же какой-то документальный фильм про Кушкажол, назывался он, про Шона Куинберга. Куинберг, да, у него фамилия? Куирк. Шон Куирк. Да, он снимал фильм про Шона Куирка. Ну, документальный фильм. Но документальное кино — это все-таки не то, о чем мы сейчас говорим. Да. А как художественных фильмов я от него ни одного, если честно, и не помню. Может быть, снимал, но что случилось, как ты считаешь? Случилось, наверное, Тува. Есть свойство у этой республики, у этого места. Ты сюда приходишь и начинаешь увязать. Откуда приходишь? Ну, очень много вообще друзей моих. В смысле, ты был где-то за пределами? Да, ты загораешься этими идеями, ты приезжаешь сюда, хочешь что-то сделать и начинаешь во всем этом увязать, и ты опять становишься частью вот всего вот этого вот нынешнего тувинского вообще. Мне кажется, это с ним случилось. Неоднократно он ко мне подходил, что вот сейчас у него такой-то проект, и что давай мы с тобой, старик, будем что-то, делать. Вывод в том, что нет поддержки, помощи какой-то, дороги закрыты. Я думаю, что это очень комплексная штука. Ну вот скажи, что нужно сделать, чтобы у нас появлялись режиссеры, у нас появлялось тувинское кино? Я думаю, что я бы более интересный комментарий мог бы дать год назад, а сейчас у меня определенный такой период, я сейчас к вам попал, да, в таком определенном смятении вообще, в разуме своем, что год назад я был уверен, что там, если добиться поддержки, если добиться того-то, что можно что-то менять вообще. Сейчас у меня какое-то, я не знаю, возможно, это просто волна меня захватила, просто отчаяние какого-то и апатии, что у меня ощущение того, что это просто какими-то силами очень сложно сделать. Это такое именно социальное, как природное явление такое, с которым сложно бороться, что вот это вот социальное развитие, оно вот поступенчатое и медленное, и ты ничего с этим не сделаешь, что лично тебе хочется, чтобы вот так развивалось, чтобы было там арт-пространство какое-то. Мы хотели там с друзьями сделать арт-пространство здесь в Кызыле. Что, во-первых, нету запроса от народа, от зрителя. Но, с другой стороны, мы как творцы, мы имеем такую возможность, как формировать этот запрос. Но нету запроса и у творцов. То есть музыканты, которые могли бы свои проекты какие-то мутить, им дается возможность, но есть какая-то определенная сытость, знаешь, у людей. Они работают там в той же самой филармонии, в театре. Они получают свои деньги, они занимаются, в принципе, той работой, которой они хотели всегда заниматься. Но вот есть фраза, художник должен быть всегда голодным. Но я не думаю, что в современное время она не должна восприниматься, да, буквально, что вот он должен просто впроголодь жить. Голодным именно ему всегда чего-то не хватать должно. А сейчас у очень большинства людей просто всем всего хватает. И поэтому очень сложно вообще что-то делать. Подожди, но ты сейчас противоречишь сам себе. Мы начали с того, что в Туве очень трудно чего-то добиться, да, в сфере кино. А теперь ты говоришь, что Капуш, получается, стал сытым, и он перестал голодать, да, поэтому ничего не... Да, и это как раз та штука, вот это как раз то, что в Туве затягивает. Это в какой-то момент ты, вот живя, общаясь со всеми, тебя вот затягивает, и тебя становится достаточно. И многие вот эти амбиции, они такие, и как-то вот они так расползаются, как будто бы. Сфера же очень сильно влияет на твое ментальное состояние, да?
И тут сфера, эта среда, она вот, собственно, влияет на то, что многим людям просто становится достаточно того, что есть уже. Должно быть недостаточно всегда. Ты должен быть всегда в поиске каком-то. В этом, мне кажется, и самая главная проблема, что поиск куда-то уходит. Понятно. Ну, конечно, хотелось бы у самого Капуша, да, узнать его точку зрения по этому поводу, потому что, как мне кажется, был очень талантливый режиссер, и его теперь нет. Да, нет. На самом деле, наверное, я соглашусь с этим. Это печально. Это город К. Фильм Андрея Прошкина «Орда». Как тебе вообще в целом этот режиссер? Ты до работы с ним знал какие-то его еще проекты? Я более подробно с ним ознакомился только после работы с ним, на самом деле. Okay. Фильм «Орда». Рейтинг IMDb 6,2, бюджет $12 миллионов, сборы в 2 раза меньше. Как тебе лично этот фильм? Среди всех исторических фильмов, которые я видел, на самом деле мне он больше всего, наверное, зашел. Есть определенные проблемы. Самая главная проблема, что потерялась сверхзадача фильма, что изначально вообще фильм в рабочее название было «Свидетель Алексий», и он должен был быть в первую очередь про православного святого, про его житие. Но художники просто, грубо говоря, уделали, режиссеры и сценаристов, что «Орда» получилась настолько красочная, что во всем этом затерялся просто главный смысл, и фильм называется «Орда», и уже не совсем понятно, он то ли про Орду, то ли он про православного святого, или про что он вообще снимается. То есть вот сфера задачи потерялась, поэтому он так немножко просел. Визуально мне, на самом деле, действительно очень понравилось, как выглядит фильм. Каст актеров понравился. «Орда» — это конъюнктура, да, того времени, а подвиг митрополита Алексия — это его подвиг, совершенный в условиях вот этой Орды. Да, и поэтому, то есть название фильма, оно готовит тебя к одному, сценарий про другое, и в итоге про что получилось непонятно. В этом самая главная проблема. Как ты попал в этот фильм? Я учился тогда на 2-м, кажется, курсе в Академии культуры и искусств в городе Улан-Удэ. И съемочная группа, она вот ездила как раз по национальным республикам, они ездили по театрам национальным, они ездили по театральным учебным заведениям, там, где могут найти Искали азиатов. Характерные лица? Да. И они там, то есть, просто типажей искали. Грубо говоря, меня просто сфотографировали профиль в АМФАС. То есть никакого кастинга не было? Посмотрели кусочек репетиций, немножко побеседовали, очень легко, и уехали. Тебя отобрали из какого числа? Я даже не знаю общего количества, потому что они были... наверное, и в Туве, в театре. Весь твой этот институт? Весь институт театралов как минимум точно. Да, и не в Туве в театре были, они были в Якутии, они были... То есть, там, где есть азиаты, они везде... Азиаты-актеры, концентрация какая-то, они везде были. И я сначала, поучаствовал, я подумал, что это так, кому нужен студент-второкурсник? Но потом они мне позвонили, сказали, что, вероятно, может быть, тебя утвердят на эту роль. Я такой, ладно, хорошо. И на тот момент тоже я большого значения придал, потому что, вероятно, может быть, не знаю, может быть, уверенности в себе было мало какой-то. Но потом они мне звонят и говорят, в общем, на следующей неделе тебе нужно будет приехать на примерку костюма, тебя уже утвердили. Скорее всего. Сейчас еще не точно, но уже с большей вероятностью, что тебя... И даже тогда я, когда поехал просто на примерку костюма, на знакомство с режиссером, я даже тогда уже думал, что, наверное, кроме меня еще много кто-то поехал. Думал, да кому я вообще нужен? И в итоге нет, я все-таки снялся в этом фильме. Это везение? Сложно сказать. Везение, с одной стороны... Ты наверняка анализировал. Почему именно ты? В определенном смысле везение, потому что чисто по фактуре, да, то есть то, как я внешне выглядел на тот момент, длинные волосы, я был худощавый. Опять волосы? Да, опять волосы. Я был худощавый тогда, то есть должен был быть такой
У меня из-за того, что до сих пор сейчас даже, да, детское лицо, оно достаточно, как сейчас принято, гендерно-нейтральное, может быть. А там, ну, то есть, если меня нарядить в женщину, наверное, то есть у меня нет мужественных черт именно в лице, да, потому что оно очень детское. А детские лица, они же не мужские, не женские, вот. А там как раз должен был быть такой персонаж достаточно женственный, потому что по истории воспитанием не занимался отец, он рос просто в гареме отца среди женщин, поэтому он весь такой... Поэтому он, собственно, и отравил своего отца, потому что это вот женские приемы, да, не вызвать на дуэли и А я думал, сразиться. он отравил своего отца, потому что его отец задушил у него на глазах своего же брата. То есть тем самым показав ему пример, как достигать власти. Он хотел власти, да, безусловно, но как бы то, что он задушил отца, это ну, то есть... Его отец задушил брата. Да, оговорился. То, что он задушил своего брата, это хотя бы физический контакт. Ну, это тоже, конечно, то есть потому что там и отец моего персонажа тоже не показан как настоящий воин, да, чингизид. Угу. Потому что когда стал ханом, он начал вести праздный образ жизни и так далее, и ему это все не нужно было. И это определенного рода, видимо, и генетика. А отравить, но это всегда во многих культурах считалось самый, типа... Женская такая, да? Такой, типа, да, ну, в крысу, короче, поступил. И, то есть, весь его внешний облик, он на это и намекает, что он такой, он больше змея, чем воин. Кстати, ну, я про этот фильм, на самом деле, очень давно уже и не думал, потому что, то есть, это то, что я прошел. И вообще потому, что я от актерского, в принципе, начинаю отходить я больше в теоретику, историю искусств. Но вот буквально год назад мне напоминание про этот фильм пришло в каком-то паблике типа «Монгол», типа «Кочевники всех стран», что-то написали пост какой-то о том, что вот как русские режиссеры видят ордынского принца. И вы подумали, что это тайский трансвестит, но нет. Это в глазах у русских режиссеров так выглядит принц Орды. Ну, по сути, этот фильм, это же, ну, события этого фильма, это как бы, это они предвещают это полный распад Орды. Да, абсолютно верно. То есть это о том, что уже Орда ничего не завоевывала, и как хан, который весь фильм был ханом, то есть отец моего персонажа, он не вел никаких завоевательств, и его мать Тайдула, она постоянно ему намекала о том, что он не мужчина, что он просто себе какой-то стул поставил и сидит, и, короче, и праздный образ жизни ведет. Угу. И на все это и намекается. Давай так. У тебя, ну, в смысле, в этом фильме тоже были довольно именитые, да, актеры. С кем-то получилось познакомиться, пообщаться? Панин, Яценко, Хайруллин. Ну, на одной сцене я вот был с Хайруллиной и с Паниным. С Паниным пообщаться не удалось, потому что он приходил на площадку и уходил. С Розой Хайруллиной мы пообщались. Очень великолепная женщина, очень душевная, очень легкая, очень молодая вообще, несмотря на возраст ее. Она, ну, то есть молодость, она же не в теле, она же в голове в первую очередь, да, старость. То есть, точнее даже, ну, молодость она в теле, а старость она в голове, скорее так, наверное. Скорее в глазах. То есть в разуме твоем, что вот ты вот становишься очень закрытым старее. Угу. А она очень ко многому открыта, она легко поддерживает разговор со всеми вообще возрастами, как правильно говорить? Возрастами. Молодец. А с остальными, с Максимом Сухановым я не работал на одной площадке, я с ним даже не виделся ни разу. Смотри, Панина загримировали под монгольского хана. Хайруллина тоже играет, ну, нетипичную как бы для себя роль. Какая-то проблема, какая-то нехватка актеров с азиатской внешностью, что приходится гримировать, или это что-то другое? Ну, Роза Хайруллина, она сама татарка, поэтому как бы... А почему Панина? Наверное, просто режиссер конкретно хотел именно Панина видеть. Я думаю, потому что если бы он хотел найти актера, он, в принципе, мог бы найти других актеров именно азиатской внешности, потому что каст именно среди азиатских актеров был именно на этот фильм, по крайней мере, достаточно обширный. Если ему конкретно нужен был бы азиат, я думаю, что там он поднапрягся и нашел. Я думаю, это просто вот именно режиссер именно хотел конкретно видеть этого актера. То есть ему нужно было имя для этого фильма? Возможно, имя. Возможно, конкретно именно в голове у режиссера по типажу, именно по внутреннему, по характеру подходил именно Панин.
под эту роль. Ну и как он тебе вживую в Панин? работе? Панин очень интересный. Ну, роль удивительная, согласись. Да, хоть и небольшая. И как он заучил, да, все свои реплики? Да, там практически все заучивали, потому что там было... Произношение тоже, да, такое было достаточно... Хорошее, кстати, было произношение. Ну, там на съемочной площадке работали лингвисты, которые, собственно, воссоздали вот этот древний кипчакский язык по обрывкам, все, ну, как лингвисты вот, там мертвые языки восстанавливают, да? По этим... То есть для фильма был восстановлен древний кипчакский язык, который на тот момент был уже мертв. Но он очень похож на тувинский. Но он тюркский, да. Он к тюркской группе относится. Да. У Панин над произношением очень много, то есть они подходили, с каждым отдельно работали над произношением и так далее. Ну, у меня особо проблем не было, так как я знаю тувинский, да, это как бы мелодика, она уже в голове как бы на подкорке где-то сидит. Он вне съемочного процесса. Вот он больше как будто бы как в «Жмурках». Он такой мужичок. Ну что, Андрюха, снимаем-то, ну что, камера наставлена, ну что, начинаем, да, вот такой. В гриме, да? Да, он разговаривает, вот такой вот, короче. А так, когда начинает снимать, вот у него же есть определенные тоже вот свои, ну, назовем это грубо, штампы. Что когда он разговаривает, вот так вот он любит разговаривать. Что вот в фильме «Сволочь» он такой, любви, нет тоски, не жалость. И вот он там даже... И вот так он и разговаривал. И потом раз камера останавливается, он тут же, ну что, сняли нормально? Что, может, дублик еще один сделаем? Ну давай дублик сделаем. Или что, пойдем перекурим, сигаретку, может, перекурим. Вот такой, короче, мужичок был. Забавный. Хорошо. Это город К. Сколько ты получил за эту роль? В общей сложности около 100 тысяч. Это сколько съемочных дней? Месяц в Москве, в Мосфильме, на студии, и около месяца в Астрахани на натуре съемки. Ага. 100 тысяч? Около 120-130, может быть, еще около того. На что ты потратил эти деньги? Я купил тогда первый для себя ноутбук, он тогда стоил 40 тысяч. Потому что решил, раз брать, надо взять хороший. А остальные, ну как-то, то есть я тогда еще учился, то есть в учебе я себе купил тогда, сам, так как не из самой обеспеченной семьи, с детства было еще впервые для себя, купил там хороший пуховик, хорошую одежду для себя купил на зиму, и часть там что-то семье помог. Пока вот учился это все, потому что пока я учился, мне же тоже мама помогала, и просто то, что я из этих денег сам жил, это как бы просто освободило семью от того, чтобы они мне отправляли деньги во время учебы. Ну и что-то там тоже маме и родителям. Это был твой первый заработок? Именно такой большой, да? Ну, нет, вообще. Вообще нет. Я к тому моменту, когда учился, подрабатывал в ночном клубе иногда, ведущим, как это тогда называлось, диджей. В ночном клубе подрабатывал, когда свободное время было. Да, в принципе, какие-то подработки, они, в принципе, с юношества были какие-то всегда. Смотри, мои первые заработанные лично мной деньги в подростковом возрасте, когда я работал на Авторадио КЗЛ, я там делал рекламные ролики. Отработав там 1,5 недели, мне вручили какую-то сумму, ну, по тем временам для подростка неплохую. Я подумал, что нужно не просто так свой первый заработок куда-то там спустить на пивко, а что-то такое. И пошел в книжный магазин, и ровно эту сумму стоило полное собрание сочинений братьев Стругацких. О, и вот это вот моя первая покупка на свои там заработанные деньги. Скажи, как у тебя это было? Мой самый первый заработок, я работал промоутером МТС, раздавал листовки. Ну, самый первый такой более-менее ощутимый заработок был промоутер МТС. Я тогда себе купил MP3-плеер. На батареечках такой, на 512 мегабайт. Потому что плеер хотелось очень сильно, потому что такой был достаточно экзальтированный юноша. То есть идти в капюшоне, в наушниках, чтобы играл эмо-рок и чувствовать себя непонятым всем этим миром, это вот... Понятно. Смотри. 15 где-то. Ты говоришь, в Ачалан тебя взяли из-за волос. В Орду тебя тоже взяли из-за длинных волос.
Сейчас волос нет, и после этого ты нигде не снялся. Ты никуда больше не пробовался? Сильно не пробовал. Один раз сходил на пробы в Москве в какой-то сериал. Так, почитали сценарий, немножко поиграли с актерами, ну, мне так и не перезвонили. Но я как закончил, у меня изначально ведь на самом деле я всегда хотел быть больше режиссером, чем актером. Я постепенно все больше и больше отдалялся именно от исполнительства, мне хотелось ставить, потом стал педагогом, стал преподавать в детских театрах, потом в молодежном театре Новосибирске, и постепенно вообще все больше в теоретическую часть ударялся. Сейчас мне, наверное, ближе, в принципе, искусствоведение и история искусств, чем конкретно вообще театр и актерство. Но в целом актерам с азиатской внешностью в российский кинематограф, ну, то есть, грубо говоря, им там нечего играть. Это... Ну да, то есть то, какой спрос в кино в российском, и то, сколько актеров с азиатской внешностью, он несоизмерим вообще. То есть спрос гораздо меньше, и те, кто сейчас на слуху, там того же самого Мадума Вадакова, там за глаза и за уши хватает. А всех тех, кто хотели бы там в кино попасть, их огромное количество, но у них там на самом деле нет так много ролей. Получается, азиатским актерам попасть в кино можно только через свою там национальную республику. Да, получается. Либо так, либо, ну, то есть, когда сейчас, кстати говоря, давно как будто уже не снимают, был уже какой-то вот пик, когда вот фильмы про Орду, про Монголию, там про вот это все снимали. Вот тогда была какая-то востребованность, и как только вот она уходит, либо чтобы появился, возможно, какой-нибудь режиссер, который захочет снять актера с азиатской внешностью, потому что все, а сейчас они больше и не нужны. И либо, да, вот то, что вот якуты делают, казахи то, что делают. Буряты, да. Практически все, кроме Тувы. Вообще была такая мысль, что вообще азиаты из СНГ каждый чем-то стреляет, то есть у каждого там кто-то есть вообще. И как будто бы Тува, она очень ограничена, то есть она сама собой, она в вакууме своем существует, сама для себя что-то делает и практически не выводит продукта вообще никакого медийного туда, за границы Республики Тува. Ну, да не только за границей, вообще. Да, то есть в Якутии кинематограф сейчас процветает. Ну, в Якутии кинематограф, он... Ну, относительно процветает, да? Ну, как нет, сейчас процветает. Я имею в виду то, что он и был на протяжении там практически всего 20 века. Просто сейчас мы начали слышать, да, вот об этих фильмах. Кстати говоря, вот недавно посмотрел якутский фильм «Хоррор». Ну, фильм ужасов. Как бы российский хоррор, если ты хотя бы один посмотрел, но это что-то просто блевотное. А вот, не очень хорошо, вот якутский фильм, он называется «Ичи». Кстати, у нас же полезная программа. Можете посмотреть. Тувинскому зрителю будет интересно. Почему? Потому что этот фильм, он о том... Ну, у нас же тоже шаманская республика, да, с одной стороны. И вот там тоже говорится о том, что у каждого места есть там свой дух-покровитель и прочее. То есть как хоррор — это хорошая вещь, да, как фильм ужасов. Ну, и психологически тоже. Ну, хорошая, достойная картина. Она, по-моему, какие-то призы получала. Надо знакомиться. Я сам не смотрел. Это город К. Итак, Муге, закрывая тему кино, хочу тебе сказать, что у нас здесь в УВА Медиа технические возможности для того, чтобы делать фильм, есть, но нет сценаристов, нет режиссеров, поэтому я даже сам, честно говоря, накупил себе книжек по сценарному мастерству и вот попытаюсь в будущем что-то тоже придумать. Да? Как у тебя с этим? И вообще, если все нормально, давай что-нибудь можем сделать. Начнем с короткого метра. Это очень хороший, кстати говоря, крючок и якорь. Ну, то есть сказать где-то в медиапространстве, что я собираюсь это сделать, потому что очень часто же бывает, ты что-то хочешь сделать и не делаешь этого, да. На самом деле у самого тоже там у нас и с друзьями есть какие-то наметки сценариев, задумки какие-то, все это есть, и всем этим хотелось бы, конечно, заниматься, безусловно. И если какая-то движуха, если я где-то как-то могу быть полезен, то я только за вообще, в любом случае. Отлично. Это город К. Тувинский театр
зародился в 30-х годах прошлого века, и до сих пор есть ощущение, что существует на пьесах того же Кокола, Царегола, Саганола, и как будто бы новых имен до сих пор и не возникало. Так ли это? Ну, вообще, это как и со всей сейчас нынешней тувинской культурой, она очень в вакууме как будто развивается. То есть тоже делают то, что внутри для себя интересно, и без нацеливания на внешний мир полностью вообще. Потому что, чтобы мы были одной страной, чтобы Тува была частью России, а Россия была частью мира, у нас должно быть одно культурное поле. А у нас в Туве здесь культурное поле свое. Вот только тувинская, она очень мало проникает сюда там и внешнего из России, из мира, и нашего туда никуда не уходит. И мне кажется, из-за этого стагнация вообще происходит полнейшая. И при этом это то, что вот меня на самом деле больше всего, наверное, беспокоит. Я более чем уверен, что в Туве очень много талантливых людей. Там, начиная от музыкантов, да, ты приезжаешь в деревню, каждый второй парень, он даже не знает, как этот аккорд зажимается, но он пишет песни. Но все эти песни друг на друга все похожие, потому что нет насмотренности, наслушанности, нет понимания вообще откуда, чего и как это все идет. Они все слушают одно и то же, все смотрят одно и то же, все читают, если читают одно и то же, поэтому все как-то получается как-то очень одинаково. Я про то, что, возможно, я не разбираюсь в вопросе, есть в Тувинском театре новые имена драматургов? Драматургов? Я очень давно уже просто... Я как только прошел практику в театре, я для себя понял, что это вообще не мое. Мне там не хочется работать. И я с тех пор очень мало вообще, в принципе, то есть и с каждым годом все меньше и меньше погружался вообще в то, что происходит в театре. Возможно, сейчас кто-то что-то пишет, но смотря на те афиши, которые я вижу, и названия, но это все одно и то же. Мне не интересно, на самом деле. Вот могу сказать, мне просто неинтересно. Последнее, что интересно, кстати говоря, смотрел, и это не наш режиссер, Борис Манджиев. Да, вот этот кукольный спектакль он поставил «Я Будда». Там художник сработал очень круто, то есть куклы очень красивые, вообще, в принципе, постановка очень интересная. Вот это вот я туда очень скептически настроен и шел, но увидел и очень сильно удивился вообще тому, как это вообще все выглядит. А еще есть огромная, я думаю, проблема с взаимодействием с публикой. То есть, вот работая в филармонии, там руководящий состав, они вот считают, что, например, продавать билеты через развитие Инстаграма, социальных сетей и так далее, это все вот эти вот западные замашки, а мы здесь будем по-честному. Ты вот хороший концерт сделал, на него пойдут и так далее. А это все работа с публикой, то есть есть... Проблема в том, что у нас очень сильно идут на поводу зрителя, а искусство, мне кажется, на мой взгляд, настоящее искусство не может идти на поводу зрителя. Оно должно воспитывать, оно иногда где-то ты должен прийти на спектакль и как будто бы получить пощечину мощную. Неприятно, да. Больно и... Подожди, по-твоему, зритель хочет изо дня в день смотреть повторяющийся спектакль «Хайрам»? Зритель такая же... То есть зритель именно в массе, то есть не конкретно каждого человека беря, а вот в массе своей, он не знает, чего он хочет на самом деле. Это так, я говорю, предложить зрителю что-то новое. Вот, почему в этом-то этого и суть. Не происходит? В этом-то и суть, что нужно больше экспериментировать, нужно какие-то новые форматы использовать. А этого не делается, потому что все боятся то, что да, кому это надо, что... То есть все вот, даже, например, я в 2006 году у вас «Отчаяние» было? Что? В 2006 году у вас «Отчаяние» было? В 2008. В 2008? То есть это уже было, то есть это был спектакль, который был альтернативой тому искусству, которое уже было, да? И я пришел тогда, я тогда как раз еще и подросток, да, для меня там все вот эти вот эмоциональные темы, и то, что человек взял на сцене, повесился, капец. Я тебе могу сказать, да, мы хотели что-то сделать, а тогда мы были молодые, романтичные, увлекались экзистенциализмом, символизмом, философией Ницше. И подумали, почему бы нам не сделать спектакль своими силами, не имея там никакого опыта, ни там образования, ничего. Но мы, тем не менее, взяли, написали сценарий и сделали
поставили спектакль на сцене филармонии. Через месяц мы сделали второй спектакль, продолжение. Потом должна была быть заключительная часть. Но я, наверное, поэтому второй и не увидел, потому что я в 2008 посмотрел его и уехал учиться. Вот. И у нас должна была быть вообще трилогия, но ее не случилось по определенным причинам. Да? Ну вот, смотри, у нас тогда получилось. Почему сейчас люди, даже имея образование какое-то, не могут сделать, показать что-то новое? Очень много факторов. Один из них, по крайней мере, в нашей компании очень много людей, которые хотят что-то сделать, но среди нас самая главная проблема – нет деятельных людей, нет менеджеров, так скажем. То есть я не тот человек, который который возьмет организацию на свои руки и поставит там спектакль, сделает концерт, сделает какую-то новую движуху какую-то. Я в ней участвовать и какую-то пользу приносить, да, безусловно, смогу, но вот именно руководить. Нету человека, который был бы с бизнес-мозгами какими-то. Это грубо сказано, то есть который взял бы, собрал и начал бы что-то делать. По крайней мере, в нашей компании вот таких людей нет. И это, я думаю, одна из самых больших проблем, по крайней мере, у нас вообще. То, что вы тогда еще смогли сделать, мне кажется, вы еще очень сильно хорошо попали в волну определенную. То есть рэп, да, который был тогда определенный, то есть тогда субкультуры были очень сильно развиты, что вот рокеры, рэперы. И то, что вот рэп ты делаешь, и ты как бы вот в этой рэперской среде начинаешь получать какое-то вот свой респект, свое уважение, свою значимость какую-то. И ты уже приобретаешь своего зрителя, и ты уже идут не то, что на спектакль какой-то, они идут на Сантоса, который был в свое время там, да, для молодежи. Тебе спектакль «Отчаяние» понравился? Понравился, безусловно. Чем? В первую очередь тем, что это было как минимум просто альтернатива. Вот. Альтернатива тому, что есть. Я должен тебе сказать, что второй спектакль «Встреча», он уже был совсем не рэперский. То есть он такой, как академический спектакль. Понимаешь, куда мы шли? Это здорово, и это здорово. Потому что, я думаю, что до нас эти веяния тоже когда-нибудь дойдут, но как бы просто долго доходит все. В Москве там тот же самый театр ДОК, там очень много непрофессиональных актеров и режиссеров. Но я сейчас, чтобы не соврать, не буду говорить, в каком году, он получил звание лучшего независимого негосударственного театра России. Угу. И то, что сейчас вообще, в принципе, волна такая, что академическое образование, оно постепенно начинает уходить на второй план. Главное то, вообще, что ты можешь, что ты хочешь, что ты умеешь делать, и то, насколько ты готов в это вкладываться. И то, что вы тогда это сделали, это, можно сказать, наверное, и опережение своего рода. Ты знаешь, я тебе должен сказать, когда мы это сделали, потом нам сказали о том, что где-то там в кабинетах правительства собирались, видимо, люди от культуры, кто-то еще, собирались, в общем, и ставили вопрос, что у нас происходит на нашей тувинской сцене, молодежь вешается. То есть мы тогда нашумели, да. Это тоже одна из проблем, которая, мне кажется, в Туве достаточно плотным таким особняком сидит, что игнорирование проблем, да, то, что люди вешаются не потому, что Сантос сделал спектакль и повешался на нем, и кто-то посмотрел и тоже повесился. Безусловно. Сантос повесился на сцене, потому что люди вешаются. То есть потому что есть какая-то проблема. Да, потому что оно есть. А у нас есть такое в менталитете, что ой, не дай бог, там кто-то что-то там вот мы только хорошее будем показывать и только про хорошее будем говорить вообще. И игнорирование проблем на самом деле. То, что там ты хочешь... Наркоманы есть не потому, что эти Гуф и АК там читают про наркотики. Гуф и АК читают про наркотики, потому что есть наркомания. И это подмена понятий какая-то происходит в голове у людей. И это одна из самых главных, мне кажется, проблем. Нужно просто говорить обо всем, что есть. Искусство, потому что государство должно платить искусству за то, что оно держит перед ним зеркало, на мой взгляд. Театр, когда он делает то, что нужно государству, вообще любое искусство, даже не театр, это уже не искусство, это становится инструментом пропаганды. А искусство должно, собственно, находить проблемы, показывать и вскрывать их, и показывать под разными углами. То, что делает Серебряков, например, да, там, Серебренников, точнее, драматург.
И режиссер там фильма он снимает. То, что он там, по-моему, мы ставили отрывок из пьесы его «Пластилин», это жуть вообще, что там происходит. Начиная от наркомании, заканчивая педофилией и убийством детей. Но, потому что это есть в мире, и на это нужно обратить внимание. И если кому-то просто новости о том, что кого-то убили, там, не вправляют в мозги, может быть, кому-то художественный образ, который как будто бы кувалдой по башке тебе дает, наведет на определенные мысли, что нужно с этим что-то делать. И для этого и должно быть искусство. И искусство должно быть с кувалдой. И с кувалдой в том числе, вот, скорее так, наверное. И то, что вот сейчас в театре очень действительно, да, очень многие, они не хотят, они боятся как будто бы того, что... И боятся не осуждения народа, они боятся как будто бы больше, по крайней мере, мне так кажется, осуждения вышестоящих людей. Потому что? Потому что они уже, в зависимости от того, насколько им, руководящим людям, нравится, они уже думают, как финансировать этот театр или не финансировать, например. Обрисуй портрет вот этого руководящего лица, который что-то решает. Ну, это, мне кажется, что он в Тве, что он в России, он везде плюс-минус одинаковый. Просто в Тве просто более явно это видно, по крайней мере, для меня. А так они везде одинаковые. Это люди, которые больше склонны к тому, чтобы создавать свой медийный образ хорошего, благополучного государства, чем действительно заботиться о том, чтобы государство было хорошим. Давай сравним Тувинский театр и театры, в которых ты работал за пределами Тувы. У тебя же есть опыт работы в театрах в других регионах. Да. Как там обстоят дела? Относительно все примерно похоже, но просто так как, в принципе, там просто само поле больше. И чуть проще просто становится. Здесь само поле как бы меньше, да? Людей меньше, республика более сжатая. С этим, с альтернативным искусством становится максимально сложно вообще. Многие иногда неправильно меня трактуют, что когда я говорю, что я не хочу заниматься традиционным искусством, то есть я не хочу заниматься развитием традиционного искусства в Туве. И это не значит, что я его не люблю. Я люблю и горловое пение, и традиционное искусство наше. Просто есть кто этим занимается. И кроме этого должно быть что-то еще другое. Альтернатива всегда должна быть какая-то. Я сам с удовольствием слушаю и Хинхриту, и Алаши, и все остальные группы. Но это не значит, что у нас не должно быть там джаза, и симфонии, и рока, и в том числе и рэпа вообще в этой республике. Это город К. Много еще о чем можно было бы нам разговаривать целый день, но надо закругляться. Поэтому Закругляться. Небольшой блиц. 3 фильма, которые каждый должен посмотреть прямо сегодня. Прямо сегодня 3 фильма, окей. В России. Давай ограничимся. Потому что так, мне кажется, будет... потому что вообще в общем в мире... 3 фильма, которые ты сейчас можешь сразу назвать, которые на тебя произвели там необыкновенное впечатление. Из... Любые. Я просто сложно выбрать 3, я попытаюсь выбрать с разных таких этих. Да. Из старого российского это «Сталкер» Тарковского. Почему не «Зеркало»? «Зеркало» тоже очень люблю. Мне сложно сказать, почему, но мне просто «Сталкер» гораздо просто глубже в сердце ударил. Сколько раз ты смотрел «Зеркало»? 2. Первый раз во сколько лет? В очень молодом возрасте. Для «Зеркала» в очень молодом возрасте, лет 20-19. Понравилось? Я тогда полностью себя убеждал, что мне понравилось, потому что я же модно. Актер, да, ты должен там... Но я по большому счету ничего оттуда не понял. Поэтому, честно. Честно, ничего не понял вообще. Второй раз? Второй раз пару лет назад. И это было совсем другое впечатление? Совсем другое впечатление. Второй, может быть, просто из-за того, что я относительно недавно, на прошлой неделе пересмотрел его. Это фильм «Мама» Даррена Аронофского. Библейская история? С библейским, да, уклоном к кабале, с уклоном к гностике, гностицизму точнее. Угу. И это очень любопытно, что Даррен Аронофский ведь полнейший материалист и атеист. Да? Да, он это всегда подчеркивал.
И вот эти режиссеры, и как он к этому библейскому... Подожди, а фильм «Ной», Ной тоже он снял. будучи атеистом? Да, абсолютно. То есть он всегда об этом говорил. И почему именно в фильме «Мама», да, вот этот вот образ Бога, он такой? Потому что это не совсем Бог, это демиург, и что на самом деле мы зря, то есть люди зря вообще восхваляют Бога, что вообще все, то есть мать природы, героиня Дженнифер Лоуренс, вообще и она самый центральный вообще персонаж, и на ком вообще на самом деле все держится. Что дом весь этот, который... Она же постоянно ее ремонтирует, а он просто сидит, книги пишет и придумывает что-то. А она все держит вообще в своих руках, она все хозяйство держит. И это, он же еще и защитник природы очень как бы яростный. И это его как бы такое экологическое высказывание о том, что мы делаем с природой. Мы, восхваляя Бога, все самое прекрасное, мы забываем о том, как мы уничтожаем природу. Это как у нас в Туве, все говорят, что любят природу, но выйти, кидают мусор, да. Выйти хотя бы 100 метров за город, абсолютно верно. Ты увидишь эту любовь. Да, да, это правда. Окей. И третий фильм. Ну, я, наверное, назову пресловутого Квентина Тарантино, о котором мы уже говорили. Да, угадаю. «Криминальное чтиво»? Все-таки, наверное, «Бешеные псы». Первый. Да. Вот эта сцена, где они обсуждают Мадонну, про чаевые, это, я не знаю, это хрестоматийная сцена, где, если ты будешь достаточно внимательным, ты сразу поймешь, кто из них сотрудник полиции, Мадонны, кто из них кто, да. Высказывай мнение, о чем он, да? Да, и это, вот эти вот его диалоги ни о чем, нужно быть просто чуть более проникновенным, что ли, правильное слово, наверное, чтобы понять, то есть, потому что в них все есть вообще, в этих диалогах ни о чем есть все. Но я их назвал, потому что вот сейчас, это то, что мне сейчас пришло. Мне вот так вот сходу 3 фильма назвать любимых, это очень сложная задача вообще. Если я спрошу 3 режиссера? 3 режиссера, окей. Может, наверное, чуть проще будет. 3 режиссера. Это Квентин Тарантино, безусловно. Мое почтение. Это, опять-таки, Даррен Аронофски. Даррен Аронофски мне, знаешь, за что нравится? За то, что у него очень хорошо получается держать грань между авторским кино и мейнстримным кино. Вот он прям... И это не мейнстримовое кино и не авторское. Он он где-то... Вот эта вот граница очень на этом острие вообще очень хорошо получается у него удерживать, на мой взгляд. Третий? И третий Тарковский. Очень люблю Без Тарковского никуда. Да. Окей. 3 книги, которые на тебя произвели большое впечатление. Ну вот и самое последнее, это я ее прочитал впервые года 4-5 назад. Это «Москва-петушки». «Москва-петушки» — это такая книга. Знаешь, я когда работал в школе, у меня был такой небольшой арсенал книг. Ну, как по мне, я работал учителем русского языка и литературы, и мне было очень важно, чтобы детям чтобы им нравилось читать. А чтобы нравилось читать, что нужно сделать? Нужно, чтобы то, что ты читаешь, тебе приносило удовольствие. Да. И как бы мы можем там много говорить, там школьная программа, уместные произведения, неуместные, там, но это долгий тоже разговор. Но вот, например, например, «Москва-петушки», эту книгу можно было бы посоветовать подростку, да, там не будем брать в учет, что там есть там ненормативная лексика там, и так далее. Мы знаем, будто подростки не слышат ненормативной лексики. Да, подростки, наверное, даже больше нас сейчас употребляют ее в жизни. Так вот, вопрос не в этом, а в том, что каким-то подросткам, например, начинать вход в чтение, именно полюбить чтение можно как раз-таки через эту книгу. Потому что лично мне она принесла колоссальное удовольствие, когда я читал. Именно по накалу юмора, который происходит в начале. Юмор невероятный вообще. Юмор совершенно невероятный. Именно тот юмор, который мне нравится, когда ты не гомерическим смехом закатываешься, когда ты... Вот это вот юмор. Такой, мне вот больше нравится... То есть я иногда... Мои любимые шутки, это не те, даже от которых я... Не есть шутки, от которых я смеюсь прям
совсем, да, улетает. Но это не самые мои любимые шутки, от которых ты такой, хорошо. Вот и уровень юмора там совершенно невероятный. Но мне она, не знаю, сложно сказать, что она мне принесла удовольствие, эта книга, если честно. Она мне принесла вообще просто невероятное количество страданий, наверное. Но, тем не менее, это моя любимая книга. Потому что, это нормально, это катарсис определенный. Мне очень легко ассоциировать себя вообще с лирическим героем. Венечкой Ерофеевым, вообще самого себя. Такой... Особенно тогда, когда я читал, я тогда был в Москве. Знаешь, такое ощущение того, что вот этих вот богемных людей, интеллектуалов, даже интеллигенции, которая вообще никому не нужна вообще на самом деле. То, что он вообще, весь этот объем знаний, он по большому счету никому, кроме него, и не нужен как будто бы вообще. Я как будто бы иногда себя вообще ловил. Сейчас буквально последний год у меня какие-то изменения происходят. Сейчас, наверное, немножко по-другому, но вот близко было к этому. «Москва-петушки». Вторая книга «Что-нибудь из Хемингуэя». Что-нибудь из Хемингуэя. Наверное, это моя самая любимая из Хемингуэя, я знаю, это «Фиеста». Потому что, наверное, опять это вот похоже... Кстати говоря, я их в голове у себя иногда сопоставляю Квентина Тарантино и Хемингуэя. Потому что у Хемингуэя тоже ничего не происходит, как будто бы. То есть в «Фиесте» главный герой, они ходят по Парижу, пьют очень много алкоголя, потом едут в Испанию, едут на рыбалку в Испании, смотрят корриду, пьют и возвращаются обратно. Вот весь как бы синопсис сюжета. Но то, что там внутри, под сюжетом происходит, это я после первого прочтения очень как будто бы огромную бурю эмоций испытал, но я не понял, что там вообще, о чем, для чего и почему. Потом еще раз перечитывая, из каких-то деталей вырывая, понимая, что к чему, там я вдруг понял, что... То есть, я не знаю, спойлер, на всякий случай, если кто-то хочет прочитать эту книгу. Главный герой этой книги, он получил какое-то ранение, и не описывается какое. Я вдруг понял, что это ранение, которое как-то на его половую функцию влияет. И это очень сильно влияет на его взаимоотношения там, с девушкой, которую он любит, и она его любит, но... И там, в общем, это просто, я не знаю, меня каждый раз... Я ее 3-4 раза перечитывал, меня каждый раз трясло с этой книги. У него есть тоже «Признание любви к Парижу», книга «Праздник, который всегда с тобой». Да, я сейчас не вспомню ничего оттуда, я помню, что я читал. Это был период у меня в жизни, когда я очень много книг друг за другом читал, и остается какое-то впечатление о ней, но не остается ничего про книгу, то есть ни сюжета, ничего вообще. Когда ты просто... Я тогда не совсем правильно, наверное, читал книги, вот. Но я ее читал точно, да. Третье. И третье я бы, наверное, назвал, да как раз, как мы школу затрагивали, обучение. Это, наверное, «Властелин колец», трилогия. Потому что эта книга... Когда ты юн, мне кажется, очень важно, чтобы у тебя были вот эти вот фантазии. И эта книга очень хорошо тебя погружает в этот мир фантазии вообще. И она дает тебе способность потом и свои миры какие-то у себя в голове фантазировать, и погружаться в другие уже какие-то миры. Ведь опираясь на тот же самый «Властелин колец», Джордж Лукас там, например, сделал «Звездные войны», потому что он сказал, что когда мы были детьми, да, у них там был вот этот вот мир, а когда он уже стал взрослым, как будто бы у детей не было, поэтому он решил снять «Звездные войны» и сделать эту франшизу, чтобы у людей был мир вот этих мифов и героев, таких архетипичных героев. И это традиционные, как бы, как есть в кино, это роуд-муви, да, с одной стороны, где традиционные достаточно персонажи, но все настолько вообще описано глубоко и подробно, что ты веришь каждому персонажу, несмотря на то, что это эльфы, хоббиты и гномы. Ты действительно им веришь, каждому переживанию вообще там. Понимаю. Что еще? Мне на самом деле, вообще, знаешь, я с самого начала хотел сказать, и не знаю, почему не сказал. Думал, вообще, может быть, не в формате интервью, а вообще в формате беседы бы вообще по-хорошему это сделать, потому что, мне кажется, вот вышел выпуск предыдущий, опять забыл его имя. Самур. Я смотрел, я думаю, что многим вообще, особенно молодым, которые не знают, кто ты такой,
Им вообще интересно и про тебя было бы, мне кажется, такой в формате диалога было бы вообще сделать. Вот у тебя вообще какие книги? Знаешь, я назову не мои книги, а все-таки у нас Авторов. полезная передача. Угу. Я назову какие-то произведения, которые бы было хорошо читать молодым людям. Угу. Например, для такой утонченной романтической души рассказы о Генри, особенно цикл его рассказов «Огни большого города», например. Да. Если кому-то хочется посмеяться, повеселиться, это может быть «Москва-петушки» Ерофеева, опять же, или «Приключения бравого солдата Швейка» Ярослава Гашека. Да. Помнишь? Да, Гашек. Если кому-то хочется пощекотать себе нервишки, почитать что-то страшное, то это может быть Эдгар Аллан По или Лавкрафт тот же, да? Или в России у нас, когда Брэм Стокер после этого написал «Дракулу», после этого пошла мода на вампиров, и у нас есть, например, Алексей Толстой и его книга «Упырь», тоже про вампиров в таком готическом стиле. Я «Упыря» не читал, но Толстой очень крутой. Я у него читал «Элиту» и «Гиперболоид инженера Гарина». Невероятный. Вообще, да. Да. Знаешь, вообще, если именно молодежи, еще дополню. Спасибо. Есть, все, может быть, ее уже читали или знают, но, может, кто-то не читал. Селлинджера «Над пропастью во ржи». Безусловно. Отличная книжка как раз для переходного возраста. Причем это книга, которую нужно успеть прочитать в определенном своем возрасте, потому что если ты будешь позже ее читать, ты там будешь, ой, этот юношеский мацизм. Да. Есть книги, например, в школьной программе есть Достоевский «Преступление и наказание» в 10 классе, который нельзя давать такое Безусловно, читать. да. А есть «Над пропастью во ржи», которая именно для этого возраста. «Вино из одуванчиков» Брэдбери, это вообще нужно читать в молодом возрасте очень сильно, потому что... Или... «Градусы по Фаренгейту», потому что я его буквально недавно перечитывал. Главная героиня, которой я в юношестве так восхищался, она меня сейчас вызывает просто такой... Да что ты? Это просто чувак, который хоть что-то до него докопалась вообще. То есть такой... это хорошо, что я тогда ее прочитал. А если вот именно юношам, да, кстати говоря, вот эти... Я думаю, что, знаешь, у нас очень мало говорят о научной фантастике. А мне кажется, юношескому возрасту научная фантастика – это то, что может и погрузить в мир, и вторая функция – это то, что им интерес к науке может проявить очень сильный. Безусловно. То есть Айзек Азимов, той же самый Рэй Брэдбери, Станислав Лем и вот это вот все. Братья Стругацкие наши. Братья Стругацкие, конечно же, да. Да. Ну что, круто. Спасибо, что позвал. Ты закончил, да? Спасибо, что пришел. Спасибо, что позвал. Очень рад. Давай. Это город К, если коротко.